Добрый вечер. В эфире программа «Задай вопрос министру». Сегодня на вопросы телезрителей и на мои вопросы в прямом эфире ответит министр труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Сурен Кирселян. Сурен Арутюнович Кирселян родился в 1956 году в городе Сухуми. В 1973 году окончил Сухумскую среднюю школу номер 8, а уже в 1979 ветеринарный факультет Ставропольского сельскохозяйственного института. С сентября 1982 по август 1992 эксперт по продовольственным товарам в Абхазском отделении Торгово-промышленной палаты Грузинской ССР. В 1996 году в Российской академии стандартизации, метрологии и сертификации получил квалификацию эксперт по сертификации туристическо-экскурсионных услуг гостиниц. С октября 2004-го председатель Совета армянской общины Абхазии, позже возглавлял армянскую общину Сухума, а также являлся помощником депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Алхасыт Хагушева. С сентября 2010 по сентябрь 2013 член Общественной палаты Абхазии второго созыва. 15 октября 2014 года указом президента Абхазии назначен министром труда и социального развития Республики Абхазия. Женат, имеет сына. Добрый вечер. Добрый вечер. Сурен Арутюнович, в должности министра труда и занятости и социального обеспечения вы уже почти 9 месяцев, с октября 2014 года. Что вы можете сказать о работе вот на этой новой должности? С чем вы столкнулись в первые дни работы? Какие у вас стратегическое видение, цели и задач, которые необходимо достигнуть? Спасибо за вопрос. Конечно, когда пришел, после указа, когда пошел на работу в это министерство, я прекрасно понимал, что похвалы добиться в свой адрес будет очень трудно. Потому что вы понимаете, что это министерство связано с той категорией граждан, которые приходят, они нуждаются в помощи. Это те, кто на самом деле приходят за помощью. И, к сожалению, нам нередко приходится им отказывать в этом. Но тогда, когда я пришел в первый день, и когда собрался коллектив, первое, что я сказал коллективу, что мы будем пытаться делать все, чтобы помочь тем людям, которые к нам обращаются. Конечно, в рамках правовых рамках, которые существуют на сегодняшний день. Коллектив у нас большой, достаточно большой, спаян у нас 5 управлений, 2 отдела. 2 отдела мы сейчас создали, правовой отдел. Но о министерстве может сказать его название. Министерство называется труда, занятости и социального обеспечения. Вот это говорит очень о многом, ибо приоритеты определены очень точно. Значит, труд, занятость, и только после этого может быть социальное обеспечение. Если не будет труда и не будет занятости, то ни о каком социальном обеспечении не может быть и речи. Вот. Поэтому, исходя из этого, и перед нами стоят цели и задачи. И, честно говоря, вот у нас управление по труду и занятости, оно достаточно недавно, в 2013 году было, государственное управление занятости, было переведено в министерство. Вот. И по большому счету, та работа, которая, скажем, ведется в этом управлении, нас сейчас крайне не устраивает. Именно самое главное направление нашей деятельности будет направлено в эту сторону. И, как я уже сказал, при министерстве создан правовой отдел. Обязательно, потому что законотворческая работа нужна, потому что те законы, которые сегодня есть, они никак не отвечают реалиям сегодняшнего дня. И для этого нужно провести очень большую работу. Какие еще стратегические направления? Вот вы сказали, назвали 2 отдела, еще что? Нет, у нас есть управление пенсий и пособий, которые, они работают, понятное дело. У нас же живое министерство, постоянно приходят люди, это связано с пенсией, связано с пособиями. Кроме того, у нас есть управление, по организации работ с Пенсионным фондом России. Да, потом мы в дальнейшем поговорим про это.
управление социального обслуживания и социальных программ. Вот. Очень много направлений, которые непосредственно напрямую связаны с людьми. Там, где нужно, значит, помочь им получить пособие или там, получить пенсию, назначить пенсию, что такое. Но я почему упор делаю на управление по труду и занятости? Потому что, еще раз говорю, вот здесь у нас непочатый край работы. Нам здесь надо начинать буквально вот с самых азов. Начинать. Ну, об этом будут вопросы да. наших телезрителей, как раз будут касаться темы трудоустройства. А сейчас вот другой вопрос. Недавно, 3 июня, Кабинет министров принял решение о начислении в нынешнем году надбавки к абхазской пенсии от 500 рублей до 1000, вот как мы знаем. Ваше ведомство должно было определить схему начисления этих сумм, да, этих средств. Перерасчет должен был быть произведен аж с 1 января этого года. Скажите, вот как обстоят дела, что уже сделано в этом направлении? Ну, то, что постановление было принято Кабинетом министров, это фактически подготовило наше министерство. Вот. Речь идет о доплате. О доплате, значит, только абхазским пенсионерам получают только абхазскую пенсию. Или, скажем так, не получающим пенсию иного или иностранного государства. Там задействованы, значит, самые уязвимые слои, это трудовые и социальные пенсии, куда попали, их порядка 11 категорий. Значит, от 500 до 1000 рублей надбавка. Ну, если телезрители интересуют и вас, я могу назвать все категории, просто прочитать. Да. Если это нужно. Вот есть вопрос, как именно категориям пенсионеров будет начисляться надбавка к пенсии, какой она будет для каждой категории. Да. Значит, категория, значит, трудовые пенсии, это по возрасту 500 рублей, добавляется 1000. Получающие пенсию за выслугу лет 200 рублей сегодня плюс 1000. Значит, имеющий почет название народный заслуженный, 1500 плюс 500. Работники на подземных работах, шахтеры, то же самое, плюс 500 к 1500 рублям. Вот. Инвалиды труда, первая группа, значит, там, где было 400, плюс 1000. Вторая группа 300, плюс 1000. Третья группа 150, плюс 1000. Лица, получающие пенсии по, значит, случаю потери кормильца, 700 тысяч, плюс 700. Круглые сироты, значит, 3000 плюс 1000. Вот, по возрасту просто социальные пенсии по возрасту 150, значит, плюс 850. И по инвалидности социальная пенсия тоже 150 плюс 850. Инвалиды с детства, значит, 2000 рублей, 500 рублей плюс. Первая группа 1500, тоже 500. И вторая группа 1300, тоже 500 рублей. Дети, потерявшие кормильца, 700 рублей. То есть 700 рублей. Да. Простите, то есть перерасчет уже произведен и назван... выплаты уже реальные идут? Нет, выплат пока нету. Почему? Потому что мы уже подготовили распоряжение, по которому, как это будет производиться. Вот. Кроме того, я же сказал, что там будут, значит, получать только те люди, которые не получают пенсию иного государства. Вот. Мы там подготовили, значит, распоряжение и подготовили расписку обязательства. То есть те граждане, вот, которые попадают под эти категории, они пойдут, значит, в свои районные городские собесы, они должны обязательно сделать расписку обязательства, говорящую о том, что они не являются получателями пенсии иного государства. То есть российскую пенсию, если ты получаешь, на это ты не можешь рассчитывать? Если российскую пенсию получаешь, то уже надбавки, доплаты это не будет. Это чем продиктовано вообще? Скудностью резервов? Да, естественно, это, конечно, это так, но потом, честно говоря, есть еще один момент, когда если речь идет о трудовых пенсиях, то нельзя получать 2 пенсии за один трудовой стаж. Это тоже есть. Но в данном случае мы, значит, должны получить деньги по межбюджетному трансферту в пенсионный фонд. Вот, и исходя из этой суммы мы все-таки вот постарались как-то сделать, чтобы вот хотя бы эти самые уязвимые группы получили. Не могу сказать, что это очень высокие надбавки, но это все-таки, вот вы слышали, да, те цифры, которые я назвал, там, где было 500,
Почему, скажем, там, потому что буквально в 2011 году эти пенсионеры получали надбавку. Потому мы им... А вот все остальные, если мне память не изменяет, с 2007 года остаются вот такие пенсии. И это вот сейчас вот впервые вот такая надбавка. Вот. Ну, пока мы это распоряжение не передали в Собес, только потому, что мы ждем отмашки, что называется, от Минфина, как-то будет поступление, значит, мы сразу это делаем, и тогда получаем. Примерно на какие сроки начнутся о эти сроках, выплаты? вот вы знаете, очень трудно мне говорить о сроках, потому что это никак не связано с нашей деятельностью. Если бы это было бы связано с нами, я могу сказать, да, вот мы в течение 2 недель, 3 недель можем сделать. Здесь от меня, от нашего министерства не зависит. Мы готовы. Как только получим, значит, добро, мы готовы. Но самое главное здесь в том, что те, кто получат вот эту доплату, они получат ее с 1 января. Какое бы время этого ни случилось, доплата будет произведена, и перерасчет будет произведен с 1 января этого года. Понятно. Сурен Арутюнович, у нас первый видео-вопрос. Пожалуйста, вот вопрос на социальную тему. Меня интересует, когда абхазская пенсия будет удовлетворять требованиям прожиточного минимума. И что для этого нам нужно сделать сегодня? Я понял, что когда наши пенсии будут соответствовать прожиточному минимуму. Ну, вы знаете, очень правильно задает вопрос, уважаемый гражданин. На самом деле, сегодня прожиточный минимум где-то порядка 5000 рублей. Откуда эта цифра? Надо понимать, что каким-то образом она рассчитывается, наверное, из той минимальной корзины, которая существует. Значит, года 4 или 3 была она 1800, сейчас она уже где-то доходит до 5000. Вот. И, конечно, наверное, логично думать, что если прожиточный минимум, да, вот такая цифра, то, конечно, минимальная пенсия должна быть равна хотя бы этому прожиточному минимуму, да, для того, чтобы хотя бы обеспечить человеку тот необходимый минимум. Но, к сожалению, сегодня мы... Вот вы видели, да, какие цифры я назвал, и они далеки до вот таких цифр. И, конечно, это связано, опять же, с тем, что я говорил. Пока не будет труда, не будет занятости, и пока не будет все вчистую, что называется, в белую, наши предприниматели и простые люди, граждане, которые должны знать, что пенсия, которую сегодня получают наши пенсионеры, это не те деньги, которые они положили когда-то. Это то, что сейчас мы, как работники, да, отчисляем в пенсионный фонд. Придет наше время, когда будем мы пенсионеры, мы будем брать уже с другого поколения. Так это продолжается. Поэтому, конечно, я бы очень хотел, чтобы в Абхазии минимальная пенсия, как и положено, была бы равна прожиточному минимуму. Она должна быть даже чуть больше, чем прожиточный, но хотя бы равна. Не могу сказать, как скоро. Все зависит от того, как скоро мы будем поднимать свою экономику. Спасибо, понятен ответ. Следующий вопрос. В апреле этого года было подписано Абхазо-Российское соглашение о пенсионном обеспечении. Расскажите, что оно предполагает и что из этого уже реализуется? Ну, это соглашение было подписано, на самом деле шла большая работа для того, чтобы это соглашение было. Оно в плане реализации того договора, который был подписан в ноябре месяце в Сочи. Вот, а это уже было соглашение, мы подписали его с министром труда и социального развития России, Топилиным, в медиацентре, Олимпийском медиацентре, в Адлере. Там предполагается, конечно, это соглашение о увеличении, пенсий российских граждан, постоянно проживающих в Абхазии. Соглашение так называется. Вот. И оно, конечно, поднимает именно пенсию гражданам России.
Ну, постоянно, ну, понятно, что это наши граждане, но вот гражданам России. Подразумевается в течение 3 лет довести этот уровень пенсионного обеспечения до среднего уровня Южного федерального округа. Это порядка 10 180 рублей. Даже если та пенсия будет повышаться дальше, да, в России. Да, в России. Ну, вот мы в течение 3 лет должны дойти до этого уровня. В этом году, значит, но это соглашение вступит в силу только тогда, когда будет ратифицировано и будет обмен ратификационными грамотами. Наш парламент это уже сделал, ратифицировал. Значит, в России немножко затянулось процедурными моментами. Я сегодня разговаривал, значит, с заместителями министра труда России. Вот. Ну, я думаю, что, вот, наверное, скорее всего, после парламентских каникул они буквально в первый же месяц примут будет эта ратификация, мы обменяемся ратификационными грамотами и пойдет, значит, доплата. Но я хочу успокоить наших пенсионеров, что уже сегодня индексация российских пенсий произошла. Она произошла в феврале месяце. То есть, если мы должны были в этом году 20% увеличить пенсию, российскую пенсию, значит, нашим пенсионерам, то в феврале месяце прошла индексация, которая где-то 11,4%. Вот. Оставшиеся 8,6%, значит, будут доплачены нашим пенсионерам только после того, как мы обменяемся ратификационными грамотами. Эта работа идет, я думаю, что она обязательно, значит, свершится, и мы это получим. Там тоже такой же момент, который может успокоить наших пенсионеров. Как только это случится, они получат доплату с 1 января этого года. То есть за все эти месяцы они получат доплату. Вот в размере 8,6%. Скажите, а как шла работа? Вот как наше министерство показывало свои интересы, демонстрировало свои намерения? Вы знаете, ну сейчас рассказывать про каждый момент, но хотя бы вот этот момент, о котором я говорю, мы начали работу еще в декабре месяце 2014 года. И совместно вот с Министерством финансов мы проводили эту работу. Мы, значит, раза 3 выезжали в Москву, в министерство, там были, встречались, значит, в Сочи, когда была межправкомиссия. И, конечно, мы там первоначально был не совсем такой проект. Когда мы вот ратифицировали, мне что вот хочу заметить, когда мы ратифицировали в нашем парламенте, и когда были предварительные слушания парламентские, вот, и мы отчитывались перед парламентариями, мы добились того, что парламентарии, нас, скажем так, похвалили, что на самом деле мы проделали достаточно большую работу, и из тех возможностей, которые были, мы все-таки максимально для наших же пенсионеров выжили. Вот я хочу как пример показать вот именно вот этот момент, что несмотря на то, когда это будет сделано, с 1 января, вот этого пункта не было. Мы упорно настаивали на этом пункте, чтобы что бы ни случилось, да, когда бы не приняли, когда бы не обменялись ратификационными грамотами, что с 1 января была доплата. Я думаю, это охотно они шли навстречу. Охотно они шли навстречу. Я вам скажу, что Минтруд, у нас очень хорошие отношения с Минтрудом, непосредственно с министром, с заместителями, там, других в отделах. Вот я, например, сегодня разговаривал с 3 представителями там, на уровне замминистра, там, начальник директор департамента. И мы находимся в очень таких тесных, сейчас не могу сказать дружеских, таких чисто рабочих отношениях, когда по каждому вопросу нас интересует, мы можем им позвонить, или они нам сюда звонят, и мы очень тесно работаем. Мы, по крайней мере, Минтрудом недовольны. Понятно, спасибо. Ситуация с занятостью населения, то, о чем вы уже говорили, касались немного этой темы. Да. Насколько остро стоит эта проблема безработицы, и какие методики используются для расчета уровня безработицы? У нас есть ли вообще такие методики в природе? Нет, в природе, конечно, есть методики в природе, понятное дело. Вообще-то вопрос в последнее время так очень часто муссируется в СМИ. Я знаю, что начальник управления вот мой давал интервью по этому поводу. Он, конечно, более компетентен в этом вопросе, нежели я. Но хочу сказать, что вот смотрите, у нас порядка 143 тысяч людей трудоспособного
люди, которые могут трудиться, из которых только 41% являются трудящими. Получается, что у нас 100 тысяч как бы безработных, да? Если так вот взять на первый. Но это, конечно, не так. Это, конечно, не так. Эти люди работают большей части, вот, но как-то не оформлены их отношения с государством. То есть правовой статус их не определен. Понимаете? И назвать их безработными нельзя, и в то же время считать их работающими не получается. Это, в свою очередь, приводит к тому, что мы не знаем, у них нет, они не делают отчислений, да, то есть вот такая существует. Я хотела спросить как раз о том, насколько государство сотрудничает вот с нашими фермерами, частными лицами, которые ведут какое-то хозяйство, потому что формально они не являются нигде не зарегистрированы как работающие люди, но на самом деле они все время работают, это, конечно, производят какой-то продукт. Вот это конечно, в большей степени касается именно крестьянства. Никак я не могу назвать, язык не поверну, сказать, что крестьянство это не работающая часть населения. Да? Они, конечно, работают. И кто-то, скажем, обеспечивает себя, а кто-то обеспечивает и кроме себя еще. То есть это работающие люди. И по большому счету надо бы оформить их правовой статус. Понимаете, правовой статус. Я недавно получил, письмо от председателя торгово-промышленной палаты Геннадия Леонидовича Гагулия. Это как бы его тема, и он всегда об этом говорит. Я вполне с ним солидарен, что обязательно крестьян надо их правовой статус решить, какой будет их правовой статус, но, скорее всего, надо их приравнять к предпринимателям, да, там частным предпринимателям, для того, чтобы они и работа их, которую они проводят у себя при усадебном участке, там, или сейчас еще арендуют там земли, еще больше, чтобы она, во-первых, вошла к ним в стаж. Здесь еще один момент есть. Здесь, вот мы, когда говорим о законотворчестве, обязательно стоит вопрос, скажем, вот о персучете, закон о персонифицированном учете. Вот когда мы его примем, вот сейчас даже к нам приехат представители вот как раз Минтруда России по этому вопросу, должны нам помочь. Вот если это будет закон, тогда каждый крестьянин или каждый человек, который работает по найму, он получит свой персональный лицевой счет. Договор заключит с пенсионным фондом, и это будет на нем. Если он работает по найму у кого-то, то, работодатели будут отчислять туда страховые взносы. Если же он сам, как, скажем, вот как крестьянин, да, который работает у себя, или частный предприниматель, то они будут договариваться уже с пенсионным фондом и там туда делать отчисления, страховые отчисления, что потом позволит им уже самим пользоваться, да, быть уже пенсионерами, где уже четко будет обозначено то, что они туда вносили, и они будут получать нормальную пенсию. Мне кажется, это вот единственный выход из этого положения. И это приведет к тому, что мы не будем людей работающих считать безработными. Да. Хотя, скажем, если уже говорить о безработице, то это что? Это вот если часть, вообще кого считать безработным? Да? Того человека, который желает работать, да? И при этом обращается, скажем, в отдел труда и занятости и не получает ту или иную работу. Кто становится, грубо говоря, на учет, да? Да. А много таких людей вообще? К сожалению, сегодня из-за нашей, того, что закон не действует как должно, его надо менять, там есть закон о занятости 91 года, понимаете? Вот, надо его, конечно, менять, потому что у нас нет возможности, а как его перевести из человека, скажем, ищущего работу, в человека, которого не нашел работу. Если он стал безработным таким образом, да, тогда мы как государство должны какие-то нести ответственность за этого человека. Раз мы не смогли его, он ищет работу, а мы не смогли туда устроить, значит, мы должны нести какие-то юридические, моральные, материальные ответственности. Вообще такое предполагается, пособие по безработице или что-то в этом роде? Я же говорю об этом, то есть надо принимать, сегодня нет у нас таких законов, значит, надо принимать законы, обязательно надо принимать законы, надо обязательно принимать пенсионное законодательство. Мы сегодня пользуемся пенсионным кодексом Советского Союза. Да, довольно древнее время.
Да, понимаете, вот мы пользуемся этим. Нам надо обязательно. Но это, конечно, очень серьезная работа. И силами одного министерства нашего невозможно это сделать. Конечно, здесь должны быть и парламент. Мы все понимаем, да, нет таких, все понимают, что это нужно. И парламент это понимает, администрация президента понимает, кабинет министров понимает. И мы, как профильное министерство, понимаем, что нам, как воздух, нужен этот закон о пенсионном. И плюс к нему еще много других подзаконных актов для того, чтобы привести вот это все в нормальное положение. Я вот вначале говорил о том, что у нас создан правовой отдел в министерстве, я на который очень сильно рассчитываю. Там это сегодня пока еще 2 человека, но мы будем обязательно будем усиливать. И вот сейчас было устное распоряжение, значит, президента страны, где он говорил, чтобы мы хотя бы поблочно, пока нету, скажем, этого, да, вот провели, скажем, ревизию законов, которые обеспечивают, дают пенсионное обеспечение, скажем, людей, связанных с войной. Потому что там тоже есть какие-то противоречия, там есть закон, постановление. Вот. Мы создали рабочую группа провела работу. Точно такая же рабочая группа, насколько я знаю, была создана и в парламенте. И сейчас мы уже готовы к тому, чтобы объединить 2 эти рабочие группы для того, чтобы провести вот эту ревизию. Но это тех законов, которые есть. Понимаете? Но нам нужно создавать новые законы. Обязательно. Хорошо. Вот эту тему трудоустройства, тему безработицы продолжит наш следующий видеовопрос. Пожалуйста. У меня вопрос по поводу трудоустройства молодежи. И многие наши соотечественники учатся в заграничных вузах и достаточно перспективные. Вот, к сожалению, несмотря на, мне кажется, дикую нехватку кадров, многие из них не могут устроиться и остаются там, где учились. Вот. И мне вот интересно, насколько возможны изменения вот, ситуации по поводу трудоустройства именно молодежи, потому что они вот-вот только выпустились, они горячи, они пышут желанием. Вот насколько это возможно и когда будут изменения именно в этом плане, в этом ракурсе. Сурен Арутюнович, добрый день. У меня такой вопрос. Как ваше министерство собирается трудоустраивать молодежь, активную молодежь, которая, скажем, только закончила университет, Абхазский государственный университет или университеты в России? Как государство стимулирует процесс трудоустройства активной молодежи? Есть ли статистика у вас о том, сколько человек трудоустроено, скажем, после окончания университета, и сколько, скажем, нуждается в трудоустройстве, уровень безработицы среди активной молодежи? Да? Спасибо. Конечно, и вопросы хорошие задает. Понятно, что мы как государство должны быть заинтересованы в том, чтобы именно молодежь находила свое место в этой жизни, находила работу, достойную их знаний. Вот. Но у нас, конечно, вот еще раз говорю, вот отдел управления труда и занятости, если кто-то нам приходит, мы их записываем вот в банк наших данных. Вот, потом, значит, у нас есть банк вакансий, мы можем делать. Но сказать, что эта работа очень эффективна, я бы, конечно, не стал сегодня говорить. Для того, чтобы она стала эффективной, эта работа, нам нужно, чтобы все предприятия, не только государственные, да, учреждения, а все предприятия юридические, вот все, любой собственности, чтобы они нам представляли данные о вакансии. И желательно, чтобы делали ежемесячно. Значит, в тех законах, которых вот сегодня есть, о занятости, этого не прописано. Вот мы будем говорить о трудовом кодексе, да, вот новом трудовом кодексе, который сегодня находится в парламенте, там прописаны некоторые моменты, когда значит, любые организации будут представлять вот свои вакансии в отдел занятости и труда, и тогда у нас, конечно, когда будет большой банк, тогда мы сможем реально оказать вот помощь таким вот молодым, интересным людям. Это с одной стороны. С другой стороны, понимаете, вот
было время, когда, скажем, я учился, да, я знал, что я пойду учиться, и я через 5 лет закончу, и я пойду куда работать, я уже знал, куда я буду работать. Сейчас не те времена. Сейчас человек, когда поступает на тот или иной вуз, на тот или иной факультет, он уже должен знать, должен думать, востребована ли его профессия, как он сможет устроиться. Понимаете, вот у нас есть, скажем, 5 студентов, которые мы платим им стипендии, государство платит им стипендии. Это студенты транспортных вузов. 5 человек. То есть государство решило, что вот именно эти специальности нам нужны. Ну, вообще каждый год дают лимиты, видимо, из каких-то соображений. Какие нужны специальности, какие вы знаете, нужны вот я, честно говоря, вот, конечно, здесь не хочу сейчас ни с кем спорить, но вот эти лимиты я бы немножко по-другому подходил бы к ним. Вот я просто хочу, вот молодежь, такая понравилась, мне интересная молодежь. Вот смотрите, мы знаем, что не сегодня, завтра, все равно в ближайшем времени, да, будет работать аэропорт наш. Ну, правильно, не сегодня, завтра все равно он будет работать, правильно? Будет работать железная дорога, будет работать морской порт. И там еще какие-то вещи. У нас строительный, значит, бизнес достаточно. И скажите мне, кто сегодня из наших молодых, скажем, пошел учиться на то, чтобы, скажем, через 5 лет, да, прийти и работать в аэропорту? Там, диспетчерами, там, теми специальностями, которые необходимы для обслуживания аэропорта. У нас практически те наши специалисты, которые работали в нашем аэропорту, они уже все пенсионного возраста. И тогда, когда Бог даст, у нас будет, значит, аэропорт, нам придется приглашать специалистов извне, вместо того, чтобы сегодня уже готовить их. Понимаете? Это я как пример привожу. Вот. Тогда вот этих вопросов не будет. Что человек, мы готовим юристов, экономистов, кого еще там, значит, историков, программистов, то есть какие-то очень мало, которых никто не знает, насколько они востребованы сегодня. Это обычно такие универсальные специальности, вроде так считается. Считается. А сегодня нам надо, наоборот, специализация нам нужна. Нам, наоборот, нужна специализация, узкая специализация нужна. Нам нужны конкретные специалисты в конкретных областях. Понимаете? Это не вина этих молодых людей. Они выучились, они старались, они учились там, как девушка молодая говорила, заграничных вузах. Мы сегодня знаем, что у нас, например, порядка, я так знаю, порядка 400 только врачей, граждан Абхазии, в том числе абхазов, да, находятся в России, молодые врачи. Они не востребованы в Абхазии. Странно, понимаете? У нас большая проблема с медицинскими сотрудниками. С одной стороны, вроде да, у нас даже в нашем банке вакансий есть врачебные должности, порядка 80 человек. Правда, это районные врачи. Это не городские, это районные врачи. Там сейчас, и тоже на будущее нам дали эти вакансии. Что там, когда построят там ФАП, что такое, значит, там должно быть. Понимаете? Вот. То есть здесь, конечно, я однозначно согласен, вот полностью, они молодые люди, они очень грамотные и хорошо, прекрасно понимающие, что здесь должно быть направление в обе стороны. Государство должно думать о своих молодых людях, и молодые люди тоже должны быть. Не так, что я хочу быть только таким и больше никем. А ты спроси государство, кто нужен сегодня, да? Строитель, инженер там, или, не знаю, там, авиадиспетчер или кто-то еще. Понятна ваша позиция. Следующий вопрос касается, опять же, безработицы, конкретно гастарбайтеров. Вот есть мнение, что наши люди могли бы прекрасно занимать их рабочие места и трудиться на благо себя, скажем так, да? Вот как вы считаете, это проблема вообще для граждан Абхазии или нет? Знаете, что это, конечно, проблема. Я считаю, это проблема. И здесь есть не только то мнение, которое вы сказали, есть и другое мнение, что якобы гастарбайтеры занимают ту нишу, которую наши местные жители не хотят заниматься. Да? То есть это такой... Черная работа. Да, черновая работа, там, это в жилищно-коммунальном хозяйстве, там, дворники, там, значит, еще какие-то работники, которые наши не идут. Я, честно говоря, с такой позицией не могу согласиться, по большому счету. И прошу прощения. Не могу согласиться. И мне кажется, что все-таки, как бы ни было,
тут надо смотреть еще с другой стороны. Гастарбайтеры, которые приезжают и работают. Сегодня гастарбайтеры работают, за 500 рублей ты не найдешь человека, который за день работает. Понимаете? То есть они получают достаточно неплохие зарплаты. Что делается с этими зарплатами? Да, небольшая часть остается здесь, им для питания, все остальное отправляется, значит, для поддержания семьи. Да? Они делают совершенно правильно. Мы делаем неправильно. Таким образом, мы приглашаем гастарбайтеров, мало того, что мы, как приглашаем, мы их не приглашаем, они сами приезжают, порядка 5-7 тысяч официально. На самом деле, мне кажется, на самом деле их гораздо больше. И если мы посчитаем, да, сейчас экономисты быстро посчитали бы, да, какая зарплата и сколько денег отсюда вымывается. Скажем, российские пенсионеры, наши граждане, которые являются российскими пенсионерами, они ежемесячно получают из России, сюда приходит, значит, порядка 200-220 миллионов рублей. Понимаете? Эти деньги входят в нашу экономику. Потому что пенсионеры, это не те деньги, что где-то под матрасом прятали. Они обязательно пойдут в магазин, пойдут, значит, куда-то пойдут, они купят себе продукцию. Хотя бы 1 или 2 оборота эти деньги сделают внутри нашей страны. Потом они все равно вымываются, потому что те, кто привозят продукты, привозят, скажем, из России или еще из какой-то страны. А гастарбайтеры, мы, значит, наши кровные денежки даем им, они его вымывают. Поэтому вообще к проблеме гастарбайтеров я бы относился таким образом. Если бы государство должно было регулировать, то я бы хотел, чтобы государство, если приглашало сюда работников, то только таких людей, которых мы не имеем. И в которых мы остро нуждаемся. Скажем, это, такие, скажем, высококвалифицированные врачи, предположим, кардиохирурги. Я условно говорю, это сейчас, чтобы было понятно, о чем идет речь. Да? Завтра будет аэропорт, скажем, да, а у нас нету ни одного. Что делать? Надо приглашать. Да? А такие работы, если даже наш, предположим, гражданин не идет на эту работу, за эту цену, может быть, лучше чуть больше заплатить нашим все-таки, и эти деньги останутся в нашей стране, они будут оборачиваться. Понимаете, они принесут больше пользы. Понятно. Вопрос, который вы тоже уже касались, касается Трудового кодекса. Как вы считаете, есть ли необходимость в создании пенсионного кодекса, кроме этого, и еще какого-либо законодательства в области социального обеспечения? Отчасти вы уже сказали. Мы это повторяемся, на самом деле. Трудовой кодекс, я знаю, что есть 2 проекта Трудового кодекса. Насколько я знаю, один парламентский, другой президентский. И мы даже делали сравнительный анализ между, мы, когда говорю, не я, а наше министерство и конкретное управление по труду и занятости, мы давали свои, значит, рекомендации. И сейчас какой-то из них, насколько я знаю, прошел первое чтение. Он необходим, крайне необходим, Трудовой кодекс. То есть он уже первое чтение прошел, прошел. Когда примерно будет принят, вы думаете? Еще раз говорю, то, что зависит не от меня, я не могу называть даты. Зависит от наших депутатов, от наших парламентариев. Они тоже знают, что это очень важная вещь. Кроме того, мы уже говорили о необходимости, значит, пенсионного законодательства. Назовите его кодекс или назовите, это не так важно. Главное, что оно необходимо. Понимаете? То есть все эти законы, которые будут касаться всех категорий наших граждан. Для того, чтобы уже на определенное, достаточно долгое время, чтобы мы могли зафиксировать, и мы знали правила, по которым мы работаем. Понимаете? А не то, что приняли закон, потом приняли постановление, одно отменило, другое. Этот чехарду надо, конечно, прекратить. И для этого нужно, конечно, обязательно принимать эти законы. Понятно. Я хочу еще один видеовопрос, тоже на социальную тему, естественно. Вопрос касается пособий. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, какие пособия полагаются матерям новорожденных детей?
Значит, у нас есть соцстрах, который, значит, выплачивает по рождению ребенка, так понял, да? Значит, если мама работающая, то она получит единовременное пособие в размере 13 500 рублей, и потом по 1000 рублей в течение 1,5 лет, если она уйдет, значит, в отпуск за уходом по ребенку. Вот. Что касается, значит, матерей, которые не работают, то они получат единовременное пособие в размере 10 200 рублей, и больше, к сожалению, больше ничего. Кроме того, если, значит, оба родителя прописаны в Сухуми, то городская администрация еще 5000 рублей добавляет от себя. Ежемесячно или единовременно? Нет, единовременно. Единовременно. Понятно, спасибо за ответ. Следующий вопрос. Опять-таки о молодых людях. Есть ли у государства какие-либо планы по поддержке молодых семей? Известно, что президент нашей страны неоднократно говорил о том, что нужно такие программы разработать, в частности, социальное жилье, программа социального жилья. Каковы перспективы вот этого вопроса? Вы знаете, честно говоря, такая идея есть, и она, конечно, будет реализована, я нисколько не сомневаюсь, именно по поддержке вот молодых семей в плане социального жилья, как вы сказали. Значит, государство планировало уже в этом году, но, скорее всего, все-таки это будет 2016 года. Я, насколько знаю, вот дома, которые, скажем, вот в новом районе, да, вот пустующие дома, то есть корпуса стоят, но там нету ни окон, ни дверей, ничего, коммуникации нету, все. Вот, мне кажется, вот в отношении вот них, вот эти они будут, государство будет этим заниматься для того, чтобы вот в первую очередь молодым семьям. Мы сейчас уже, вот по указанию президента, я попросил, значит, глав администрации, значит, ну, прежде всего, конечно, Сухумскую администрацию, чтобы они нам представили очередников, которые, значит, есть, для того, чтобы мы смогли уже посмотреть и выбрать там, значит, тех или иных, ну, кто будет наиболее подходить к этому вопросу. Конечно, я и думаю, что мы сможем в течение там очень короткого времени обеспечить, но эта работа будет обязательно продолжена. Она сегодня начата как бы вот чисто вот так, да, пока изучаем пока эту ситуацию, находим, значит, те объекты, которые вполне возможно будут определены именно под такое дело. И я думаю, что она будет реализована, и в 2016 году мы начнем эту программу потихонечку реализовывать. Скажите, а кто попадает в категорию молодые семьи? Так кто только поженился или по возрасту? Как это будет происходить? Ну, честно говоря, таких как бы у меня вот критериев, да, вот, скажем, до какого-то возраста нету. Ну, наверное, вы сами, да, вот ответили на те вопросы. Ну, хотя пожениться можно и гораздо... Позже пожилого, молодого возраста. Молодого возраста, да. Ну, все-таки, наверное, это люди, это семьи до 30, до 35 лет, скорее всего, вот так. А большая очередь на социальное жилье? Вы знаете, ну, честно говоря, вот я не могу вам сказать точную цифру. Почему? Потому что вот сегодня мы только обратились, значит, ну, не сегодня, а мы обратились, пока я еще не получил... Собирать информацию. Да, пока я еще не получил вот информацию полностью. Я думаю, что через какое-то время, если нас вновь пригласят сюда, мы сможем уже эту тему гораздо больше осветить. Понятно. На очереди еще один видеовопрос. Пожалуйста, внимание. Я бы хотела задать такой вопрос. Какую помощь оказывают малоимущим семьям и есть ли фиксированное число этих семей? Спасибо. Значит, я же сказал, что у нас есть... Пожалуйста. Вопрос, ну, вообще удивительно, как четко и лаконично был задан вопрос, молодая девушка. Значит, у нас есть управление социального обслуживания населения и социальных программ. И в этом управлении есть, значит, некоторые пособия по малоимущим. Нас они, конечно, тоже не устраивают, по большому счету, потому что это 1000 рублей, 700 рублей и 600 рублей.
Почему такая произошла градация? Потому что в свое время это были программы, связанные с Красным Крестом, там еще какие-то, значит, международные организации проводили, и каждый свою программу оценил вот именно. И когда они ушли, значит, оставили нам, и получилась вот такая, значит, вот такие. Мы сейчас обращаемся к Кабинету для того, чтобы все-таки привести все вот эти пособия к одной цифре. Ну, скорее всего, это к 1000 рублей, если будет возможность, конечно, ее поднять. Вот. И когда к нам обращаются граждане, которые нуждаются, да, в таких пособиях, то мы туда отправляем, значит, идем на обследование, специалисты наши выезжают, и если они находят, что на самом деле семья или даже гражданин вот, находится вот, ну, за такой чертой, то, конечно, мы предоставляем. Сегодня у нас порядка 880 человек получает вот пособия, вот эти пособия в размере 600, 700 и 1000 рублей. Вот. Скажите, так адресная помощь, она как бы не предполагается? Вот, допустим, мы делали несколько сюжетов по поводу вот таких семей, где в очень плохих условиях жили там дети, мало одежды, мебели и прочего. Там даже в социальных сетях проводили какие-то акции. Есть такое вообще? По большому счету, вот то, что мы сейчас говорим, это же адресная, это же конкретная адресная помощь вот конкретным людям. Не настолько ощутимо, наверное. Ну, вы знаете как, вот мы говорим, скажем, вот я сказал, назвал 1000 рублей, там 700 и 600 рублей, но при этом, значит, все-таки наши специалисты, когда выходят, если там, скажем, многодетная семья, да, то мы можем, положим, там, ну, если не на каждого ребенка, то вот как-то все равно дать не 1000 рублей, скажем, а в зависимости от того, как посчитать, какой их недостаток, да, сколько там получает. Если там получается на семью там меньше 2000, на человека меньше 2000 рублей, ну, хочешь, не хочешь, надо какие-то вещи делать. Вот. Сегодня это такая, я думаю, что надо в любом случае надо пересматривать. Во-первых, надо объединить вот все эти три пособия. Мы об этом уже написали письмо Кабинету министров. И, конечно, если это позволит наши финансы, то увеличить, конечно, размер самого пособия. Кроме того, значит, мы ведем вот адресную помощь, то, о чем вы говорите, это люди, которые нуждаются, скажем, вот, помощь на дому называется. Помощь на дому. Вот мой вопрос следующий как раз. Это порядка, вот у нас сегодня порядка 170 человек, которых обслуживают, значит, социальные работники, которым мы платим заработок. Это пожилые люди, в основном больные, да? О них речь? Это в основном, да, в основном, конечно, это одинокие, скорее всего, это одинокие, те люди, за которыми некому, ну, не имеют родственников, не имеют близких, и за которыми некому похаживать. Некоторые из них, может быть, даже не нуждаются материально. То есть они получатели, скажем, российской пенсии там, или что такое. Для них это достаточно как бы нормально. Но у них нету близких, нету родственников, там, ну, дети там, или кто-то. И вот этим людям, конечно, крайне важна наша помощь, крайне важна. И у нас таких, вот я сказал, порядка 170 человек. Из них 35 человек это просто лежачие больные. И на эту программу отводится, значит, 3 миллиона рублей. Это уже на протяжении 5 лет, вот так. Мы в этом году уже поставили вопрос перед Кабинетом министров, чтобы все-таки мы уже видим, потому что количество нуждающихся именно в этой помощи растет. И главное, что количество лежачих, потому что там часы определяют, сколько часов человек работает. Да? Если человек может быть такой вполне нормальный, ну там неделю 2-3 раза пришли к нему, там постирали, помыли, там или что-то приготовили обед. А если человек лежачий, то надо ему каждый день приходить и каждый день что-то делать. То есть ему уже, значит, начали больше расход, и мы обратились к Кабинету министров для того, чтобы нам в последнем квартале, 4 квартале еще 1 миллион рублей добавили на эту программу. Ну и, конечно, в 2016 году уже, чтобы она была чуть больше, чем сегодня. Потому что это крайне необходимо. И могу вам еще одну вещь сказать, хотя это вопрос нету. У нас же есть еще интернат для, значит, инвалидов и пожилых людей, ну, по идее, тоже тех, кто не имеет близких родственников.
И этот интернат очень хороший, все его хвалят, там, конечно, хорошие условия, хороший уход, но он очень дорого обходится государству. Понимаете, там человек обходится в 30 тысяч в месяц. Ну, я имею в виду, там же обслуживают, там, если, скажем, сегодня там 50 человек, 50 больных. Если там было бы больше больных, то тогда меньшим числом мы бы обслуживали больше гостей, конечно, тогда было бы по-другому. Вот. Поэтому я все-таки считаю, что вот эта помощь, программа «Помощь на дому», она наиболее, во-первых, человек остается в своей среде. Его не забирают никуда, он у себя дома, вот, к нему приходит социальный работник, мы за этим наблюдаем, значит, чтобы отношение было хорошее. Вот эту программу, конечно, обязательно надо наращивать эту программу, обязательно наращивать. Спасибо. Скажите, развивается ли в Абхазии негосударственный вот сектор оказания вот социальных услуг? Вот об этом скажите. Вот только государство этим занимается или еще кто-то помогает? Понимаете, в чем дело? Сейчас у меня такой статистики как бы нету. Вот я буквально недавно услышал, что несколько человек, молодые, значит, девушки, вот занимаются. Мне очень приятно было это услышать, что появляются такие люди, альтруисты, которые вот так готовы, значит, потратить свое время и вот заниматься, оказывать помощь. Я бы с удовольствием, например, вот пригласил бы их к себе в министерство, вот по телевидению это делаю, приглашаю их для того, чтобы повидаться с ними, поговорить, что они думают вообще по этому поводу, как они предполагают дальше свою деятельность. Мы могли бы, наверное, найти общий язык и сотрудничать вместе с ними. А какие-то фонды, как-то вы не сотрудничаете с ними или есть, оказывают ли они какие-то там вы знаете, мероприятия по... Скажем, есть такая ассоциация инфосодействия, да, Алхаз Хагушев ее возглавляет. И мы с ним были на приеме у президента страны, и у него была хорошая программа, скажем, по обеспечению людей с ограниченными, значит, возможностями, вот, колясками и там прочими разными вещами. Президенту очень понравилась его идея, но он сам тоже является таким, и потом он уезжал, значит, на лечение, сейчас приехал. И он, как бы идея заключается в том, чтобы тоже вот АИС, общественная организация, чтобы мы совместно с министерством как-то вот, чтобы получилось, чтобы, знаете, вот не то, что вот государство, вот я хочу и все, но чтобы и общественное, и мы могли вместе какую-то программу сделать, потому что у них наработано очень много, наработано. Они занимаются этой проблематикой уже давно. И у них большие наработки. Мне очень нравится вообще эта организация, потому что они вот в последнее время, например, приобрели различные коляски для людей с ограниченными возможностями. То есть человек может прийти и подобрать не то, что там вот пришел, вот такая коляска и все. Нет, конкретному человеку, ну, смотря какая у него, да, инвалидность, там, если или рука, или нога, там, или спина, что он может подобрать себе то, что ему нужно. Понимаете? Вот. И с ними я готов, не то что готов, мы с ними уже как бы вот наметили какую-то совместную деятельность, но пока как бы еще это вот в стадии пока такой находится. Понятно. Сурен Арутюнович, что нам ожидать от 2015 года в социальной сфере? Какие прогнозы ожидаются на 2016 год? Ну, вот смотрите, мы уже говорили о том, что да, вот пенсии будут выплачиваться, и они уже, ну, российские, скажем, да, они уже увеличились, они индексировались, и еще будет доплата. Значит, мы проговорили про пенсии, значит, абхазские, да. Мы сказали о пособиях вот малоимущим. Мы сказали там о помощи на дому. Эти все программы будут, они постепенно наращиваются. Мы фактически вот 9 месяцев, да, почему я сказал, привел вам пример, что с 2007 года ни на 1 рубль ничто не увеличивалось. Вот из этих 11 категорий, только 5 категориям там была сделана надбавка. Вот столько времени, а 7 по сегодня, да, прошло 7 лет, даже может быть уже больше, да, и ведь ситуация изменилась. Все стало дороже. Если там тогда было 1800 прожиточный минимум, а сейчас 5000, да, и при этом
вот эти пенсии, крохотные пенсии, ну их даже пенсиями назвать нельзя, понимаете, они оставались в таком. Мы сегодня вот за 9 месяцев пытаемся что-то сделать, для того, чтобы хотя бы уже сегодня хоть, потому что людям надо сегодня и сейчас. Это все наши разговоры, вот будет хорошо, уже, наверное, порядком поднадоели, надо сейчас. И мы очень хотим, чтобы это было сейчас, понимаете, но все опять упирается вот в эти возможности. И я очень хотел бы, чтобы наше общество понимало, понимаете, вот мы же небольшое общество, мы должны понимать, если мы не будем помогать друг другу, а в чем эта помощь заключается? Если человек работает, да, и он делает отчисления, то у нас появляется возможность для того, чтобы помогать этим защищенным слоям населения. Если же он работает в серую, да, тогда у нас получается совсем другая картина. Спасибо. У нас остались вопросы, которые мы получили на электронную почту. Сейчас я их зачитаю вам. Вопрос о многодетных семьях, поднимут ли пособие. Вот это первый вопрос. Да. Смотрите, по многодетным семьям, конечно, мы предполагали вот с первого полугодия поднять пособие. Мы говорили об этом с парламентариями. Когда я говорю «мы», я имею в виду, значит, Минтруда и Минфин. Потому что здесь взаимосвязано, здесь по-другому быть не может. И мы даже какие-то пришли к определенным цифрам. Сегодня, конечно, то, что получают многодетные семьи, это вообще смешно. 150 рублей. Значит, а каким цифрам? Сейчас я скажу. 150 рублей это 4 ребенка. Значит, от 4 до 9 это, значит, 300 рублей сегодня. И 500 рублей 10 и более детей. Значит, мы решили, что все-таки будет 500, 700 и 1000. И немножко поменять, там не 3, там, скажем, да, вот от 3 до 5, скажем, 500, от 6 там, до 9 700, и уже когда, значит, 10 тысяч рублей. И, конечно, мы это посчитали, и получилось достаточно большие цифры, и мы поняли, что сейчас мы не сможем. Хотя планы у нас были именно вот с июля месяца это сделать. Вот. Но при этом я даже сегодня разговаривал с министром финансов об этом, потому что это как бы наше общее дело, и парламентарии на этом настаивают. Понятно, это очень важный момент. Как только, если, скажем, ничего не произойдет в этом году, то 2016 года обязательно мы это будем поднимать. Но если у нас появится финансовая возможность уже в этом году, мы даже пойдем на то, чтобы изменить что-то, и уже в этом году, там, скажем, в октябре, там, где-то осенью начать эти выплаты. Спасибо. Еще вопрос. Будет ли поднята пенсия инвалидам труда первой группы по зрению и насколько? Сейчас пенсия составляет 400 рублей, да. 100 рублей было снято в сторону льгот. Стоял вопрос, или льготы, или пенсия 500 рублей. Как жить на эти деньги? Это Зухба Мая. Я уже когда вот читал вот те категории, да, и там как раз эта категория есть. Инвалид первой группы 400 рублей. 1000 рублей вот будет доплата к этой пенсии. В том случае, если этот гражданин не получает российскую пенсию или какую-то еще пенсию. Но здесь такой вопрос. Почему ваше министерство не лоббирует закон о защите рынка труда, как это принято во многих цивилизованных странах? Речь идет о правилах ведения бизнеса иностранными компаниями на территории Абхазии, в основном строительным фирмам. Согласно этим правилам, иностранная компания обязана привлекать к работам местных специалистов в пропорции 70% рабочие и 30% ИТР. Этим законом государство защищает свой рынок труда. То есть, почему вы не лоббируете? Шикарный вопрос. Мне очень нравится, что задавший его считает нас, как назвал, цивилизованным. Да. Спасибо за такое мнение. На самом деле, конечно, свой рынок труда, мы об этом уже говорили, когда говорили о гастарбайтерах, мы говорили, да. Что такое? Если один человек приезжает, да, мы должны от него защищать свой рынок, а когда компании этим занимаются, тем более. Совершенно правильно задает человек вопросы, и, конечно, нужно это интересы государства и своего населения, конечно, отстаивать. И если такие компании появятся, то, конечно, надо настаивать на том, чтобы эти пропорции соблюдались. Я абсолютно согласен.
Спасибо, Сурен Арутюнович. На этом все наши вопросы исчерпаны. Спасибо, что пришли на нашу передачу и ответили на наши вопросы. Спасибо вам большое. Я старался искренне отвечать на эти вопросы. Я думаю, телезрители, которые слышали, какие-то хотя бы для себя, какие-то выводы сделают. Вот еще раз обращаюсь ко всем телезрителям, уже как людям, которые работают, как предпринимателям или находятся, что это наше общее дело. Вот наше благополучие и благополучие вот тех людей, которые не могут сегодня обеспечить себя, да, это наше общее дело. Как мы будем относиться вот к этим людям, такое мы получим к себе тоже отношение. Спасибо вам большое. Понятно. Спасибо. До свидания. Уважаемые телезрители, в нашей передаче принимал участие министр труда, занятости и социального обеспечения Сурен Кирселян. В следующую пятницу, 10 июля, гостем нашей студии будет министр сельского хозяйства Тимур Эшпа. Присылайте ему свои вопросы по электронной почте вопрос.министру@gmail.com. Также вы можете задать ему видео-вопрос. Запись будет проходить на Сухумской набережной у колоннады в четверг, 9 июля с 6 до 7 часов вечера. Приходите, задавайте свои вопросы министру, станьте активным участником нашей программы. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.